Вчерашняя чемпионка в многоборе Настя Ильинкова сегодня явно не в духе. Ошибка за ошибкой в опорных прыжках и в упражнениях на бревне. 2 дня соревнований подряд, видимо, дают о себе знать. Сегодня у тебя как настроение? Ну, нормально. Хотелось бы все первые места. Я видела, ты немножко расстроилась, даже всплакнула. Сейчас у тебя как настроение? Ну, это веселое. Какие ошибки, расскажи нам. Падение, шатание. Лучше выглядели юноши, и вновь сегодня лидируют Мансур Зарипов и Никита Васильев. Соответственно, у жителя Татарстана 2 золота, 1 серебро и бронза, у сибиряка 4 медали, одна из которых золотая. Не зря шутили индийские гимнасты, что соревнования по спортивной гимнастике нынче проводятся исключительно среди россиян. Порадовала и Якутия. Алексей Важенин в упражнениях на коне в турнирной таблице на 3-й строчке. Бронзовую медаль выиграл и другой Алеша Апсатаров. В вольных упражнениях он уступил всего несколько сотых гимнасту из Татарстана Зарипову. Ну, кольца были довольно-таки не очень. А коня я очень хорошо постарался. Если юноши-сибиряки в числе призеров обозначились лишь дважды, то девчонки принесли в общекомандный зачет целых 7 медалей различного достоинства. Медали посыпались, шутила делегация Сибирского федерального округа. А благодарить им за это следует Настю Ильинкову и Катю Ершову. Девичья сборная Якутии в соревнованиях по отдельным видам, к сожалению, в число лидеров не вошла. Зато Маша Щедрина за вольные упражнения получила приз зрительских симпатий. Кстати, якутянка по итогам вчерашнего дня не должна была выступать в финале. Однако ее допустили до соревнований из-за травмы дальневосточницы Петрушенко Полины. Полина прямо во время упражнений на брусьях неудачно приземлилась, в результате сильно повредила ногу. Девочку увезла скорая помощь. На брусьях закончила свое выступление Петрушенко Полина. В итоге спортсмены из России сегодня завоевали 16 медалей различного достоинства. Лишь 3 награды отправятся за рубеж. Золото в Иран, серебро в Монголию, а бронза в Индию.